Школа Ингушетии готова к началу нового учебного года. Проделана большая работа. Учебники, материально-техническое оснащение – все обновлено. В этом году более 200 образовательных организаций распахнут свои двери. Это школы, детские сады, колледжи и учреждения дополнительного образования. Почти во всех школах провели косметический или капитальный ремонт. Объекты проверили на антитеррористическую и пожарную безопасность. Полностью обновили учебную литературу. Начало учебного года такой приятной новостью станет для всех школьников получение новых учебников по ингушскому языку и литературе. 100% охвачено обеспечением все учащиеся республики новыми учебниками по ингушскому языку и литературе. Эти учебники доработаны. В течение года учебного целая комиссия из лучших учителей ингушского языка и литературы республики работали над теми ошибками, которые были обнаружены в тех предыдущих изданиях. И вот с 1 сентября мы получим новый учебный фонд. В полной готовности встретят ребят 120 школ, 13 общеобразовательных учреждений находятся на капитальном ремонте. Совсем скоро учащиеся и педагоги смогут оценить созданные условия в школах. Мы все прекрасно знаем, что эти учреждения были определены в порядке приоритета, учитывая их большой износ, и поэтому очень много видов работ на сегодняшний день проделывается на базе этих школ. И здесь уже в апреле состоялось перераспределение учащихся в другие образовательные учреждения с полным обеспечением подвоза. Чуть позже дети уже перейдут в отремонтированные, соответствующие новым стандартам образовательные учреждения в свою родную школу, но уже после капитального ремонта. Капремонт проводится в рамках реализации государственной программы «Модернизация школьных систем образования в регионе». В связи с необходимостью выполнения большого объема ремонтных работ, а это замена кровли, потолков, межэтажных перекрытий, окон, дверей, систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, пожаротушения, сроки сдачи объектов образования скорректированы. При этом образовательный процесс учащихся не нарушен. В этом году за парты сядут более 83 тысяч учеников. Из них приятно отметить, что 9700 на сегодняшний день – это наши первоклассники. Также к началу нового учебного года у нас начнут действовать дополнительно к уже имеющимся 60 12 новых точек роста гуманитарного и цифрового профиля. Все педагоги, которые будут работать в этих центрах, они прошли переподготовку летний период на базе Института повышения квалификации работников образования республики, получили соответствующие сертификаты и уже с сентября месяца приступят к реализации дополнительного образования. Более того, к началу нового учебного года в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования проведены мероприятия по созданию в школах в сельской местности и малых городах условий для занятия физической культурой и спортом. А 1 сентября начнется с поднятия государственного флага нашей страны под гимн России. Эта традиция у нас будет продолжаться далее в течение всего учебного года. Каждую рабочую неделю мы будем поднимать флаг в каждой школе. И это право будет предоставлено лучшим ученикам. В День знаний во всех школах республики пройдут торжественные линейки и уроки мужества, посвященные нашим военнослужащим, тем, кто продолжает участвовать в спецоперации на Украине, и тем, кто геройски погиб. В 17 школах установлены стенды по увековечиванию памяти выпускников этих школ, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Также мероприятия будут проводиться с приглашением родственников и родителей наших военнослужащих. В школах для патриотического воспитания планируется также проведение встреч учащихся старших классов с военнослужащими, участниками специальной операции на Украине. В рамках мероприятия создания материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в этом году запустят новые мастерские. На базе 4 учреждений среднего профессионального образования открылись новые 11 мастерских, которые начнут функционировать уже с 1 сентября, что позволит нам проводить качественные практические занятия на базе этих учреждений и также позволит нам впоследствии проводить демо-экзамены. Перед началом учебного года во всех образовательных организациях проведена уборка и дезинфекция помещений. Сотрудники Минавтодора Ингушетии до 1 сентября успели обновить все дорожные разметки рядом со школами. Это осевая линия, краевая линия, это нанесение горизонтальной дорожной разметки на искусственных неровностях, это обновление пешеходных переходов.
Следующий вид работы – это у нас при необходимости обновляем, проводим покраску перильного ограждения. Вот это видим. При необходимости проверяем наличие дорожных знаков, при необходимости их поправляем. Если есть такая необходимость, проводим замену. Такие работы Минавтодор Ингушетии проводит как минимум 2 раза в год. Это способствует обеспечению безопасности как самих школьников, так и автолюбителей. Еще одним важным подарком для жителей станет и то, что в День знаний в Сунже свои двери распахнет еще одна новая школа. Зелимхан Калоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.